Всем ассаламу алейкум, друзья! Хорошего должно быть много. Именно этим выражением мы руководствуемся и как можно больше, как можно чаще стараемся выпускать наши мультфильмы. Вот и сегодня у нас премьера в городе Ставрополь, конечно же, мультфильм «Ит Чашау», который звучит «Тайная жизнь домашних животных» в оригинале. Актив манда второй. Kesibizdə, millətimizdə, kesibizin televizində Çinə getsən, tilində bir türlü çaladı. Məni sarsın, mənim tilimdən arıyor, məni adamlarımdan arıyor adam yoxdur. Barıqsıqa da Allah yaşam versin, bolum versin, qançla başlayıq. Bunlar yumuşlarımızdan Allah köbetsin, gereksiz zamanda cərgə Allah qaratmasın. Allah razı olsun. Mablayda turan qışıqlar, yaşıqlar da nasiplarını tapsınlar. Амин Аллах. Sağ ol. Все, Аллах разы болсын. Пользуясь случаем, я нахожусь рядом с исполнителем главной роли Ибрагимом Айбазовым, он же Акылтокмак, он же Казбек, он же в этот раз Шама. Ибрагим, каково было играть главную роль? Замечательно. Все было прекрасно, все было четко. Исполнили все максимально, как только можно, для непрофессионального актера дубляжа. Вот мы сделали, чтобы с душой, с кайфом, на самом высоком качестве. Ибрагим скромничает, что он не профессиональный, он входит в мой личный топ-3 лучших актеров дубляжа Алана. Какие были сложности при озвучке? Так получилось, что выпало уже на Рамадан, и у меня болело горло. И получается, ни лекарства не выпьешь, не просто горло смочить, а когда ты там 2 часа условно пытаешься не своим чуть-чуть голосом что-то, какие-то эмоции передать, горло хриплое, оно сухое, вот, единственное вот это возникало. А так в целом нормально. И почему зрители должны посмотреть именно наш мультфильм? Потому что это Алан, потому что это карачаево-балкарский язык, и потому что это удел красавчиков. Все. Все очень понравилось, это очень хорошо, что вы этим занимаетесь. Вы как развиваете культуру Карачаево-Черкесии, Байда, Ставрополь, да. Мне очень это нравится, все это ценим. Игит Аламат, я бы каждый раз приходил, если бы были, почаще, чтобы выходили новые мультики на карачаевском. Как тебе мультфильм? Аламат. Хочу, чтобы больше таких было чаще. Мне очень понравился, очень хороший, интересный и веселый такой. Как вам мультфильм? Понравилось. И перевод понравился, и сам мультфильм понравился, интересно. Да, мне тоже. Адаптация на карачаевский язык, вот эти шутки, многие там карачаевские такие местные шуточки тоже очень понравилось. В оригинале не так смешно хотелось. Да. Согласен. Мультфильм был шикарным, это лучший мультик. Я ходила на все ваши мультики, но этот понравился больше всего. Кстати, мне тоже. Спасибо, что прошли перед нами. Какой персонаж вам больше всего запомнился, понравился? Орел. А мне зайчик. Почему именно орел? Просто озвучка красивая. Почему именно зайчик? Не знаю, смешно. Потому что золотик. Маленький. Солтик. Нравится это имя? Да. Конечно, это белая собачка. Ее озвучивала моя сестра. Вместе репетировали, между прочим. Какой бы мультфильм вы хотели бы увидеть в озвучке культурного центра Алан? Секунду, подумаю. Я бы Шрек смотрела. Шрек? О, да. Ну, Шрек уже есть. Есть? Есть. Ну, не в нашей озвучке, но он есть. На вашей.
Да, вашей. Рядом со мной Самира Гапоева, исполнительница главной женской роли в мультфильме «Итчашев». Самира, как тебе результат наших трудов? Ну, я думала, у меня получится хуже, потому что мой карачайский не идеальный, но мне очень понравился мой. С какими проблемами ты столкнулась в процессе озвучки мультфильма? Потому что персонаж, честно говоря, был не из легких. Я не всегда могла выразить правильно эмоции и звуки. Это вот самое сложное было. Мы прям боролись с ними. С буквами все нормально было? С буквой нет, я неправильно выговариваю. Но зато научилась же? Да, ради мультика научилась. С дебютом в главной роли. Со мной Фатима Хубиева, самая, наверное, опытная среди актрис, не в плане возраста, а в плане озвучки из наших актрис дубляжа. Фатима, как тебе мультфильм? Мультфильм просто шикарный. Я его не смотрела на русском, и первый раз на карачайском языке смотреть, это было очень круто. Все актеры так подобраны, просто нереально. Особенно, когда ты их знаешь вживую, я прям получила удовольствие от просмотра. Спасибо вам. Некоторых узнала сразу, некоторых уже в титрах, удивилась. Вот. А так-то я надеюсь, что это просто совпадение, что самую жирную кошку в мультике звали Пати. Надеемся. Надеюсь на это, да. Спасибо. Аллах саулык берсин, сау. Ну вот и все. Завершились первые показы в городе Ставрополь. 3 полных зала. А когда у нас полных не было, как говорится, дальше у нас Черкесск, Нальчик, Кисловодск, Ростов, Пятигорск. С каждым новым мультфильмом мы расширяем нашу географию. Скоро уже не будет хватать пальцев рук на руках. Спасибо. Спасибо.